Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mazhab Ishtakia. Доброй ночи всем. И там он говорит, не столько оскорбляет, а сколько говорит, кто такие нахчи, на самом деле не дзур. Там дальше еще хуже и больше идет, что дзурдзуки это не нохчи, что кисты это не нохчи и так далее и тому подобное. Что у нас в грузинских книгах нету, нигде не написано, показывают книги. Короче, такую пургу несет, чистейший балабол просто-напросто. И повесил сзади флаг Ингушетии. Если он, как вы думаете сами, если он повесил сзади флаг Ингушетии и Грузии и начинает гнать на чеченцев, то какие должны быть взгляды у людей, которые его слушают, или от чеченцев выслушивают его, вообще сидят в эфире? Во-первых. Во-вторых, 28, 30, 28, 29 тысяч человек слушает этого пургаметчика. Я еще раз говорю, я не против, если он будет говорить только вот о Грузии, об Ингушетии и взаимоотношениях, о любви там и так далее и тому подобное. Я не против. Но оставляя чеченский сегмент и оставляя как раз таки чеченцев в покое. Но нет, он использует всяческим образом, вот в его разговоре как раз таки идет стравливание. Все понимают, что человек, являясь, как он говорит там, грузином, он говорит себя называет, само собой не грузин, он осетин, по материнской линии там он говорит, что он грузин, еще не факт, надо посмотреть, насколько это тоже достоверно. Ну, бог с ним, кем бы он ни был, разницы нету. Но человек, если там он занимается историей, там блогер, занимайся своей историей. Если тебе заплатили, говори, что там ингуши великолепные братья и так далее, но не упоминай чеченцев. Как говорится, и в суе не нужно упоминать чеченцев. Но нет, он обязательно должен показать, вот, одного выше этих не было, этих в 17-18. Этот горшок даже не знает, что еще с 7 века есть упоминание. Но благо 7 век упоминания это армянские источники. Он потом начнет говорить, что армяне это тоже неправда. Он говорил про грузинские. Про грузинские источники я скинул 3 источника, там есть еще и 4-й источник. Кстати, как раз таки грузинские историки 18-19 века, они ссылаются на армянскую географию 7 века. И достойные научные деятели Грузии говорят, что нахчиматяне, нахчи название есть, и они описывают.
А этот мудила неизвестный от кого, извините, появился, от кого он родился, сидит и обсуждает. Там он говорит, что кисты это не ногчи, дзурдзуки это не ногчи, что кисты, дзурдзуки, глигвы это все только к галгаям относятся. Вот такой, короче, несет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Нормально. Несет о том, что вот якобы вот явно видно, все, что он говорит, как раз таки для чеченского сегмента. Он будет слушать этого урода, недоумка, который не знает ни черта, кроме как, вот, что ему на листке написали, то он и обсуждает. И стравливает чеченцев против грузин, стравливает чеченцев против ингушей. Вот делает свою работу. Просто-напросто тупо отрабатывает свою бабу. Хорошо, если бы, еще раз я говорю, исторические факты и так далее, он использует ролики именно такого же конченого чеченофоба, там его материалы из канала какой-то какашки, короче, и он начинает там выставлять исторические, то есть работа Бузуртанова, Абадиева, который берет с контекста какие-то слова и зачитывает там что-то плохое про чеченцев, там, от Яковлева плохого, от другого плохого. И выстроил, ну, фактически, потом ко мне заходит и начинает говорить, вот, чеченцы, как ты относишься к Чечен Войсу, как ты относишься к БАО канал, как ты относишься к этому каналу Ютубе. Да великолепно я отношусь, пока есть такие удоды. Почему? Потому что вот эти ублюдки, они говорят плохое, и эти ставят против себя. Вот именно аргументированно против него. Только об этом. Поэтому нужно понимать, нужно знать, почему был затронут. Я не считаю, конечно же, его ни историком, не считаю, ни великим, но я вижу в этом большую фитну. Да и плюс ко всему, те, которые зашли туда и начали писать, там начали писать, что он там достойный человек. Достойный человек на Кавказе не сядет и не будет стравливать и обвинять черкесов, что они якобы первых русских пригласили, абхазов там как-то по-другому оскорблять. И всех, кто живет в субъекте Российской Федерации, является субъектом, вы там рабы российской власти, ну вот кроме, вот как ни странно, кроме ингушей. Ну как это получается, скажите мне? Вот вопрос, как это понять? Я не могу понять, это как раз таки получается, все Дагестан плохие, Чечня плохая, черкесы, адыги плохие, абхазы плохие, но он всех народов фактически называется плохо, потому что они в составе Российской Федерации. А вот он красавчик, потому что убежал там, сейчас поет под дудку. Вот в чем проблема. А так его байки, конечно же, можно и нужно разоблачать. Что касается дзурдзуков, что касается кистов. Дзурдзуки, кисты, кистинцы, они, где бы они ни упоминались, это касается и Нохчи народа, и Галга народа. От Дарьяльского ущелья до Андийских гор это все есть дзурдзуки в начале, потом кисты. Если нужно, я могу зачитать. Он там говорил, там якобы и так далее. И черкесы не якобы, а пригласили первых русских на КВ. Ну это чушь собачья, Доузер Групп. Ну что ты несешь? Ты вообще, вот тебе, ты хотя бы для начала, хотя бы, чуть-чуть бы изучал бы историю. Понимаешь? Ну вот ты написал чушь собачью о каких-то заключенных браках, продвижение царской Руси дальше, на восток, на Кавказ было бы, вышла бы она замуж за него или не вышла бы замуж. Это и никто за ними не отправлял и не приглашал их. Это и так было. Но раз столкнулись, определенные князья заключили с ним договор. А что, вы не заключили этот договор?
Вы-то что можете сказать плохое о черкесах? Не в обиду, конечно. Если ты говоришь исторически, разве вы не заключили договор? Они раньше заключили этот договор, а вы чуть позже заключили. Какая разница? Вот какая разница между вами и между ними? То, что они выдали, там, один из князей выдал свою, там, эту Марию Темрюковну выдал замуж за Ивана Грозного? Только в этом разница? Я хочу понять. Скажи мне, Даузаргруп, в чем разница? Разница во времени? Ну, бог с ним, со временем-то. Ну, адыги-то воевали, очень долго воевали. Ну, был. Один князь, два князя, не все. Адыги с самого начала еще, несмотря на то, что Темрюковна была замужем за ним, адыги, черкесы воевали очень долго. Черкесы более-менее остались, адыгов-то фактически и не осталось. Я еще раз говорю, Мозамбик, разницы нету. Была Темрюковна жена, не была, он и так бы пошел на Кавказ. Он пошел бы на Кавказ. Это геополитика, и тут абсолютно разницы нету. Понимаешь, вот о чем. Какая разница? Это геополитические интересы Российской империи. Московской Руси, называйте ее как хотите. Эти договора, это в средневековье заключали договора между государствами, выдавали дочь там, принцессу, Франция, Англия, даже Османская Турция заключала эти договора таким образом, выдавая там свою дочь за одного, за другого. Роднились, так сказать. Я их не защищаю, но говорить о том, что Темрюк там направил там делегацию или нет, ну и смысл. Если бы вы были противниками, а они были бы все сдались и сказали, приходите к нам, это можно было бы понять. Но и вы сдались то же самое. Вы же тоже сдались в основном. Грузия тоже пригласила, потому что здесь ее зажимали с одной стороны Персия, с другой стороны Отоманская Турция, здесь мусульманский Северный Кавказ. Нужно было позвать православных кого-то. Поэтому, ну зачем такие вещи говорить? Кавказ это многонациональный большой дом. Здесь нельзя друг друга оскорблять. Здесь нельзя, я защищаю всех. Вы же знаете, что черкесы могут вам то же самое предъявить и еще больше предъявить. И вам, и нам могут предъявить. Вы-то не столько пострадали от черкесов, сколько мы пострадали. У нас до самых плоскостная территория, все были непосредственно черкесские князья, владели этими плоскостными землями, до шейха Мансура, до Герменчука, до Шали почти доходили. Вместе с царской Россией они были, потому что восстания, когда Нохчи поднимали, они подавляли с царской России эти восстания. Но в нужный момент те же самые черкесы и адыги поддержали шейха Мансура. И своих князей не поддерживали, позволили Нохчи очистить свою родину от этих князей черкесских. Но мы к черкесскому народу никакого плохого отношения нету. Тогда в чем вопрос? То есть даже в этой ситуации, Даузаргруп, ты видишь, стал на сторону некого Кулумбекова, который является по происхождению осетин, ты стал на его сторону. Ну, можно понять, но в чем смысл твоих слов?
Как бы ты ни изучал, договорился там и не договорился, но с Ермоловым так договаривались. Некоторые выдали за них замуж своих. Он захотел, женились на ней, выдали замуж. Вы же сами гордитесь и говорите, что есть у вас некоторые люди, которые говорят, что Тамара была, якобы была ингушкой. Это же ваши ученые говорят. Какая разница? Там православные, здесь православные. Никакой разницы нету. Я не говорю, что это хорошо. Я не говорю, что это хорошо. Не упрекаю. Ну, для меня отношение людей в дальнейшем, могу сказать, что несмотря ни на что, кабардинцы, черкесы и кумыки, несмотря на все свое сопротивление, и то, что они были на стороне царской России или нет, они как раз таки очень даже в нужный момент поддерживали шейха Мансура. И стоит отдать им должное. И они достойно поступили. Потому что Кавказ объединялся и противостоял этому. Получалось это, не получалось, это другое дело. Но они под общими знаменами пытались вместе объединиться. А вассальная система, если и была в Кабардино-Балкарии, в Кабарде, в Черкесии, у кумыков, у аварцев, да и в самой Персии, там, шахи, махи, там, разницы нет. Но это было везде, никто же не заставляет, если в Нохчичуе и в Ингушетии там жили по другим законам, но это не обозначает, ваша любимая Грузия тоже жила по вассальным законам. Были цари, были князья, причем некоторые грузинские князья, грузинские историки говорят, что в X-XII веках те же самые представители Ингушетии якобы были подвластны грузинским князьям, картвельским или хевсурским, я не знаю кому, но они говорят об этом. До 12 века, что ли, или нет. Я не говорю, что это так. Я не утверждаю. Да, кумыки тоже шли за шейхом Мансуром, абсолютно верно. Причем большие силы кумыки шли за шейхом Мансуром. Об этом есть документальное подтверждение, и тут ничего такого нету. Кумыки шли, лезгины шли, аварский Нуцал отказался, говорят, но я не уверен, что все его послушались. Наверное, и аварцы некоторые пошли. Нету такого, Послушай, речь не идет о ненасильственном захвате. О каком насильственном захвате ты говоришь, если в 17 веке у вас там было всего лишь 3 или 4? Или 5? Ты понимаешь, о чем ты хоть говоришь? Зачем захватывать 5000-е, общество, которое Грузия по масштабам была намного сильнее, чем остальные? Это же понятное дело. Я не говорю, что везде были у черкесов князья или у адыгов везде были князья. Конечно, нет. Во времена шейха Мансура это как раз таки подтвердилось. Именно во времена первого имама Кавказа, шейха Мансура, адыги и черкесы, простой люд, поддержали, когда чеченцы вытесняли этих князей с территории Чечни. Поддержали. И об этом есть указано это в документах. Поэтому это совсем разные вещи. Я не говорил, что все там были князья. У них тоже была и антифеодальная
сопротивление было. Это все, это у каждого, просто это уже больше дело самих черкесов, адыгов, черкесов, кто как там называет. Вот. А что касается, ну, о 16, о 15 веке, я не могу сказать, что нас было так много. Я имею в виду и Нохчи, и Алла. Но есть документы, которые говорят, что мы вместе там выступали на стороне, там, не знаю, грузинских царей. По призыву мы всегда выступали с ними. Племена дзурдзуков. Дзурдзуки, дидойцы призывались, и они воевали вместе с грузинскими царями. Разницы нету. Царями, я имею в виду, в разные периоды. Но дзурдзуки это не только ингуши же ведь. Так, недавно я скачал 7 карт 17-18 веков, в том числе карты Евразии, на которых обозначены глигвы. Зарубежные географы и картографы предпочитали обозначить ингушей грузинским глигвой. Ну, глигвы, во-первых, считается глигвы, что это маленькое общество было. Это не народ был. Это однозначно, потому что если у тебя есть карты, великолепно. У меня есть 100 карт, на которых вообще нету ни глигвов, никого нету. Но есть чечены. Ну, примерно я говорю тебе. Чечены, разницы нету. Тут мы не меряемся теми, кто есть, кто нету. А мое предположение, то, что многие считают, что глигвы это якобы Галгай, нет. Я тут больше верю Хасу Хангашвили, который проживает в Панкийском ущелье. Он об этой ситуации рассказывает, и у него есть написанная книга. Очень интересная, кстати. Но даже если это так, благо, я рад только, если есть. Но, к сожалению, я не слышал, хотя в одном месте вроде бы я слышал об обществе глигвы, читал где-то. Возможно, они были. Но гелы, глигвы, калканцы и так далее. Так, если мы все будем, амазонки и так далее, мы собирать, ну, как? Каким образом мы их там называем всякими такими именами, но в истории, как таковой, они ничего не сделали. Не странно ли? Допустим, адыги и черкесы есть на картах 15 века. 15 века. Но ты тут ошибся. Во-первых, дагестанцы сами, как народ, это тоже молодой народ, чтобы ты знал. Это раз. Не все называют, ты врешь. Ни один из них их чеченцами не называет, чтобы ты знал, Дозер Групп. Ни один из них. Каждый по-своему называет. Каждый. Кумыки мачгашларами называют. Лезгины по-своему называют. Я это уже перечислял. Ну зачем вы врете? Вы просто хотите их сказать, почему вас нахчи не называют. Да, есть слово нахчи у аварцев. И у них это обозначает люди, пещерные люди. Вот у них есть. Но они нас называют немножко иначе. Понимаете? Вот в чем разница. Лезгины нахай называют. Я не знаю, как табасранцы остальные нас называют. Я не знаю. Я не могу сказать, их очень много. Но Дагестан ведь это не государство, не республика, в понимании, не однородное. Там разные 38 народов, и причем 38 или сколько там. И между собой они на каких языках говорят, не знают. У тебя есть уверенность в том, что нохчи называли вас там Алла? Нет, чачан не аварского происхождения. Ты ошибся. Чачан это как раз таки название, первые это название дали Чачан, Шашан дали черкесы. И от них переняли русские, а не от аварцев. Ты даже не знаешь, как аварцы нас не называют.
Понимаешь? В этом есть разница. Ты даже не знаешь. Буртиналами они нас называют. Буртиналами. Ты даже не знаешь этого. В этом уже ваша ложь, провокация проявляется. Я говорю, вы не из-за того, что, уважение, такие, как Dozer Group. Многие так говорят. А Чачан Аул, насчет того, что вы говорите, я этот документ прочитал. Чачан Тала, там было написано, когда аварский Нуцал охотился и забрел в эту местность, и на камне увидел, что написано Чачан Тала было. Там их порубили, поубивали, он убежал оттуда. Убежал, поселился под Кизляром, просил прощения. Великий царь-государь, дай нам эти земли. У русских выпросил, у царской России выпросил эти земли, чтобы он там владел этими землями. А Чачан и так далее, оно уже называлось и до них. Вы, когда хотя бы врете, хотя бы посмотрели, есть ли основания, вам просто соврать и все. Когда про вас говоришь, вам не нравится. Вот и все. Так, ладно, дальше. Ассаламу башлам. И пока я говорил, один из братьев задонатил, дал савил доната, дал духу ахуэл, я просто немножко спешил и не ответил. Да. Так, один из братьев задонатил, имя я не успел. Поэтому. Так, Dozer Group. Вы же утверждаете, что грузины у вас кистины. Кистины, кистинцы, кистетия – это вся территория от Дарьяльского ущелья и так далее. Глигвы упоминается, считается по-разному. По официальным данным я могу зачитать вам. Официальные данные. Так, сейчас я вам зачитаю. Сейчас. Глигвы. Средневековый экзоэтноним ингушского народа, употребляющийся в грузинских источниках в 18-19 веках, соответствует эндоэтнониму самоназвания ингушей Галгай. Первая версия. Вторая версия. По мнению некоторых исследователей, самоназвание Галгай утвердилось среди всех юго-западных войнахов только в 1920-х годах. Третья версия. Однако, согласно другим ученым, еще в период второй половины 16-го, первой половины 17 века термин «галгай» в русских документах того времени «калки-калканцы». В трудах немецких исследователей Гюльденштейна, Паласа, Клапрота также сообщается, что еще в 18 веке ингуши сами себя называли «галгай». Вот 4 версии, которые официально есть в интернете. Я глубоко не копал, не искал, честно сказать. Вот. Чуантуай. Хажви, Сунца, я даже не смотрел уже. Надо смотреть. Поэтому якобы говорят, что есть средневековые упоминания и так далее и тому подобное, но я не слышал. Говорят, что есть, где-то упоминается. Возможно, есть. Возможно. Про дзурдзуков я вам говорил. Дзурдзуки я могу вам зачитать.
Да, я тоже слышал эту версию, якобы упоминается. Есть такое мнение, но я не видел его. Панки Сихуалары, ну, панки насчет Ахметовского района, это еще я рассказывал об этом много раз. Оно появилось, вот именно первые поселенцы там поселились Джок Олой и второй еще был. Так, Джок Оломайстой и Дуиси. Двое представителей Нохчи народа. Еще по разным данным, некоторые говорят 1791, некоторые говорят 1800, 1820 годы. Вот приблизительно в этом периоде переселились в Грузию, получили в надел эти земли, в дальнейшем они выкупили эти земли. И как раз таки после этого Дуиси был Дышни тайпа, Джополо был Майсто тайпа. Майсто и Джополо основал вместе Омало Ошел и Меткшт. Он основал, а Дуиси юрта основан в честь этого Дуиси, конечно, Дышнинского. Вот так было основано еще 200 лет тому назад, переселились туда. Есть разные данные по поводу переселения. Есть одна из версий для противостояния дагестанским, непосредственно дагестанцы нападали на Кахетию, на Грузию, проводили опустошительные набеги, и в это место были заселены Нохчи для препятствия этого. Вторая версия, что эти места были после чумы опустошены, люди грузины, все, кто там проживал, все погибли. Не Жопола Майстохала, Жопола Цахала он Дышни, ты перепутал. Как раз таки потом есть вторая версия, что после чумы заселились. Есть еще одна версия о том, что во времена уже как раз шли боевые действия с царской Россией, нападения, что они вели с ними боевые действия, и вот скрываясь с тем обществом, которое были, они скрылись в горах, потому что они так смело сопротивлялись, воевали, их пригласили грузинские князья на месте и расселили их в этой области. Первое место, куда расселили Эверети, кажется, им не понравилось, и они выбрали именно Панкийское ущелье. И с тех пор в Ахметовском районе, в Панкийском ущелье проживают кистинцы, чистокровные кистинцы. Вот так они поселились и уже 200 лет достойно показывая, сохраняя быт, традиции, язык, изучая, как говорится, и грузинский язык, и культуру, живут в братских отношениях, и полноценными гражданами Грузии являются сегодня кистинцы и панкиси. Вот с тех пор наш Башлан Диккент, он что-то плохое говорит о вас. Ну да ладно, это уже твои, как говорится, проблемы. Это уже не мне. Майстой подписали договор, Майстой воевали. Майстой в Джоколо именно воевал против. Если у тебя есть документ, где Гюльденштейн пишет, что Джоколо подписал договор, логический смысл Джоколо, который являлся этническим чеченцем, подписав договор с Россией, уходить оттуда и заселяться в Грузию. Я думаю, что смысла нету и логики нету. Вот. Башлам, а что думаешь насчет того, что Гюльденштейн указывает селение Майства и нашего? Ты хорошенько прочитай там, кроме последних 3, остальные приняли. Ты документ лучше прочитай, и ты поймешь. Ни Нашхуай, ни Майстой, ни Терлуай, тем более, ни Тирвай, Мержуай тоже очень,
если бы Мержуай подписали договор, и у них было все хорошо, как ты думаешь, сам Дозер Групп, включить, ты же умный человек, да, ты думаешь, вот, что ты умный человек, развитый, образованный человек, вот, у тебя все хорошо с царской Россией, ты подписал договор, ты их подданный, царю-батюшке говоришь, и Сумбосе, я ваш покорный слуга. Зачем тысяча мухаджиров уйдут в Турцию? Первое. Второе. Зачем 1000 мухаджиров Мержуай переселится на плоскостную территорию Нохчичу? Зачем 1000 Мержуай переселится в Шатой? В Шатой, плоскостной Нохчичу. Зачем 1000 Мержуай переселится в Аух? Зачем? Скажи мне, если у них все хорошо с царской Россией, если у них зачем? Вы же никуда не переселились, вы же никуда не переехали, вы остались там, где есть, и спускаясь на плоскостную территорию, получили все больше и больше земельных наделов. Вы не уехали, почему Мержуай уехали? А даже те, которые Мержуай спустились и поселились сегодня в Малгобекской, Малой Кабарда, на земле бывшей Малой Кабарды, вот небольшое количество. Остальные все уехали, ушли. Если у них все хорошо с царской Россией, зачем? Башлам, я тебе вот что напишу. Да, ты прав. Если брат твой, как ты говоришь, 6-й предок переселился мухаджиром в Турцию, да, о них написано, 100 семей назрановцев переселились, которые приняли ислам, которые не хотели терпеть гнета царской России, давление терских казаков, они переселились, 100 семей. Но в основном они, большинство, вернулись, если ты вдруг не знаешь. Об этом тоже написано. Потому что с прошением обратились представители в парламент Российской империи, и большинству ингушским семьям было разрешено вернуться с Турции обратно, в отличие от карабулаков-орстхоевцев. Им не разрешили. А те, кто вернулся тайно, под разными предлогами, вернулся тихо, молча, у кого получилось. Но в основе своей не вернулись. И по соотношению и количеству вернувшихся мухаджиров меньше всего там находится ингушей. Самое меньшее. Остальные мухаджиры, такие орстхоевские мухаджиры или нохчи мухаджиры, тысячами остались там. Тысячами. Вот я тебе говорю, тот, кто не захотел жить под гнетом царской России, он ушел, даже от ингушей ушли. Я же не говорю, что они ушли. Ушли, маленькое количество ушли. Но также в документах написано, что они в основном вернулись. Но и сабях бошумадати, хабях бошумадати, видать, условия, которые обещали там, они были не самыми лучшими, вот они и вернулись. Цундера, такая вот ситуация. Дал увезел. Уарсхуай в данной ситуации, как одно из обществ Нохчи народа, я про своих говорю, они очень сильно пострадали. Очень сильно пострадали, потеряли. Несмотря на это, некоторые и хорошо, как говорится, хорошо имеется в виду, и выжили, и живут сегодня и в Турции, и в Сирии, в Ираке. В Ираке сейчас очень мало, но в основном и в Иордании. Вот. Такая ситуация. Ну, есть, конечно же, ингуши, ну, в разы меньше. Хотя я слышал некоторых ваших ученых, которые говорят, что 1000 семей уехали якобы и в Турцию, Иорданию и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, таких подтверждений мы пока не находим, по крайней мере. Может быть, 1000 имеется в виду, если они записали их как Мержуай, Уарствайц, их приписали к себе. Документ, в которых указано, что Уарства имеет происхождение именно. Да я тебе могу прислать 10-15 ссылок, и я их уже и публиковал, что Уарства это Аккей.
И они никакого отношения к ингушам не имеют. Понимаешь? Вот в чем проблема. Ты пойми, вот, ну, не заставляй меня говорить, но по сути своей, твоей, ну как они могут быть галга, когда у них по возрасту они ровесники? Ну не могут они быть. Понимаешь? Эхкой старше даже, чем Тайпалга. Ну как они могут быть? Как это так? Как сын может быть... Сын же не может быть отцом своего отца, правильно? Ты говоришь всем, ну да, ты пойми, ситуация с Уарствой очень сложная. Кто-то женился, мы, это же все один народ. Мы, нахчийский народ, это один народ. Вы его потом начали нахским называть. Женились и на ингушках женились, и на Уарствой женились. И у нас все вот так. Их назвать можно и Уарствой, их можно назвать и Галга, их можно назвать и Нохчи. Вот и все. Ну, Шейх Мурза Окотский, его брат, который в Дарьяльском ущелье был, тоже родной брат, тоже был Ахкой. Но ваш этот, как его, Сейнарев, он не признает, что Дарьяльское ущелье принадлежало Ахкой. Оно принадлежало акинцам. Ахкашан принадлежит Дашхилвайус. Его брат родной Султан Окотский, кажется, Султан Мурза Окотский, кажется, если я не ошибаюсь. Я могу чуть-чуть перепутать, но это родной брат его был, Шейх Мурзы Окотского. Ему фактически принадлежало Дарьяльское ущелье, он там был. Ну, ни больше, ни меньше. Ну вот говорить о 16-15 веках, ну не было отдельных народов. Мы все были одним пластом, одним народом. Это после 17 века вы уже начали потихоньку отходить. И окончательный вердикт, как говорится, сделал и кто-то задонатил. Так, я знаю, что я сказал, что я буду зачитывать. Честно скажу, вот это оскорбление зачитывать я не буду. Тем более, что уж говорить, не стоит того. Цундера, я не люблю оскорблений. Я обещал, что любой донат с сообщением я буду зачитывать, но это я зачитывать не буду. И вот эти, извини меня, 10 рублей я отправлю тебе обратно с твоим же матом. Я просто подожду, пока эфир закончится, и отправлю обратно. Сили яси борщи от суми, хамилла ялаха, асиони даю атариони, камирша ири ацасон, хайдеги ири камирш. Так. Сборник сведений кавказских горцев о том седьмой, там указано, что Карабулаки одно из... Ну, ты знаешь, про Карабулаков можно говорить и говорить и говорить. Понимаешь? Сегодня ты должен принять факт. Несмотря на то, что прошло 200 лет, короче, что я говорю, смысла нету. Если у вас говорят, что они уарствай, ингуши, я тебя поздравляю. Но нохчичур уарствай, они чистокровные нохчи. Я не буду говорить, что там у вас абал бат шуцане. Валлахи бат. Но нохчичу аберша, шейцица, сица, хок нохчи махка боиш. Үштха вежри бутха. Наной вежри дейш, дей вежри оуши, чуть за лош дош бала бин аш бутха. Тхоцак амду, тхонахчиду. Нам больше не надо. Все. Шудорча, шейн луак летаешь. Вопрос закрыт. Я буду предоставлять столько документов, сколько есть о том, что они, кем они являются.
Я уже, честно сказать, устал уже и доказывать, и говорить. Мне смысла нет уже этого делать. Вы думаете, конечно, что есть. Пускай наши орства уже сами сказали, выступили, кто они, старейшины, Мюльшбу, Малашбу, Мачархабюльбу, Шабеш, Уабишин, Уабагарбинаца. Хамял хэша шаш Мюльшду Алла, Тха орства шаш Мюльшду Алла, Тхат Ирва шаш Мюльшду Алла. Только вот вы никак не угомонитесь. Но не от вас они. Но не может этого быть, понимаете? Вы слишком молодые. Если вы все объединились вокруг тейпа Галга, у нас нету такого тейпа Нохчи. Нохчи Амду. А остальные все тейпы у нас на равных. Нахчи это не Тукум. Нахчи это не тейп. А вот Галга был тейпом, и вы вокруг него объединились, и это стало самоназванием вашим. Альхамдуллах, возле аль-Вайлаши. Да, дуашу, могшмеш. Но только живите в своей республике и не лезьте к нам. Валлахи, вежри, шадик, все это нормально, я понимаю. Но не лезьте к нам. Занимайтесь там своим, чем хотите. Говорите, что вы еще со времен эры динозавров и названию Бага. Я не против, халитинши. Но я знаю одно. Однозначно есть, и я буквально недавно фиксировал и закидывал это. Есть количество людей, статистические данные, сколько было у вас в 1801 году. Как таковой вы войн не вели никаких. Никогда, в то время тем более. У вас было всего 9 тысяч, 11 тысяч обоих полов. 1805, это 19 век. Пускай гипотетически возьмем, каждые 100 лет у вас прибавлялось 1000 человек. Так что у вас вот такая вот рождаемость, пускай была, ну, представим себе эту тему. У вас добавлялось. У вас, если было 9 тысяч, отбрасываем от 19 века 9 веков назад, то есть фактически в 10 веке 0 человек получается. 0 человек. Потому что мало, ну не могли вы, понимаете. Вы можете рассказывать, что мы там воевали. Был тайпы, были общества, небольшие общества, и чеченские, и сегодня уже ингушские, но не было, как вы понимаете. Никаких империй не было, гелихистанов не было, гелианцев не было, марсианов не было. Были небольшие общества, которые жили в горах. Начали размножаться, а потихоньку начали спускаться. И ваши, и наши. Наших было чуть больше, не потому, что мы смешались, нет. В то время сюли жили за рекой Сулак, за Гуайхи. И мы не за счет них, это байки, ермоловские сказки можете оставить для себя. А то, что от Ермолова там сбежали пару сотен солдат в армию имама Шамиля, ну, Власов с миллионной армией сбежал на сторону Германии. Стали они немцами? Нет, конечно. Ну, не стали. От того, что там сотни солдат перебежало на сторону имама Шамиля, ну, от этого не сформировался чеченский народ. Вы сами должны. Нагайцы, ну, как выглядит нагайцы, их ДНК, их внешний вид, все прекрасно знают. Поставьте рядового Нохчи и поставьте рядом с ним нагайца. Они отличаются, как небо и земля. Типологически отличаются, внешне отличаются. Нагайцев тоже отметаем. Нагайцы с нами только стыковались за Териком. Даже если они потом переходили на плоскостную территорию, когда мы ушли в горы. Хасун Амагов, Хасун. Но они суни ха ситуации. Цари шейн мадид шейн тига отношения. Шдикяц элдерас уж бьюч ватсон Амагов. Хаунсу ваша. Вот. И вы их берете. Берем терских казаков. Терские казаки появились в 16-м. Волкова говорит, что в 16-17 веках появились терские казаки. Их тоже автоматически до этого Нохчи Большбу и немало, значит, и их отметаем. Берем калмыков. Калмыки вообще далеко, как такое, там пару раз
2 раза, кажется, они пошли сюда по указанию царской России. 1 раз они победили, 2 раз они проиграли. И после этого никакого отношения к нам уже нету. Калмыки тоже с нами не граничат и рядом с нами не живут. Это если и были какие-то взаимоотношения, то были затеричными взаимоотношениями. Калмыки отпадают, нагайцы отпадают, монголы, само собой, вообще отпадают. Сюли, аварцы. Аварцев в 1800, по переписи 1830 года, официальная статистика царской России, их всего 25 тысяч человек. И мужского, и женского пола. Они сами жили в этих скалистых горах. Причем тут им с чеченцами, которые жили в лесах дремучих, которые в своих горах жили. Если как-то они взаимодействовали, там, занимались скотоводством вместе, как по соседству, это в Шаройске или в Тушете, вот в этой Дидуэте, в этих местах. Получается, дидойцев сегодня 20 тысяч, но про них пишут. Нет, ГХУДЖ дидойцев очень много уничтожали. Дидойцы очень много воевали. А ты, то, что ты говоришь, ты несешь чушь. Если ты говоришь это. Их очень много, они воевали, их уничтожали. Да, дидойцы, древнее общество, их упоминают. И я не говорю, что они аварцы. Упоминаются, и у грузинских царей упоминаются, и у многих. Но дидойцев очень много убивали. Поэтому и воевали они много, и нападали на грузин они очень много. И даже когда их переселили с горной части в Чечню, даже в этот период их очень много погибло. Поэтому ты по твоей логике, не логике, я не знаю, что ты там несешь. Я не за дидойцев говорил. Я говорил за ингушей конкретно. По статистике я говорю. Во время депортации чеченцев и ингушей, не ингушей, как сейчас любят по отдельности говорить, чеченцев и ингушей. Чеченцев было 650, по данным официальному, 750 тысяч чеченцев и 150 тысяч ингушей. Разницу чувствуете? От 40 до 80 тысяч ауховских чеченцев. Некоторых с Панкиси депортировали, но в основном грузины их прикрыли, сказали, что они грузины, и не дали их депортировать. Вот. Во время войны, Кавказской войны, начало в 1839 году, считается, что по официальным данным говорят, что было 250 тысяч. Начало войны, Кавказской войны уже официально, когда Шамиль перешел и объявил ли его имамом Чечни и Дагестана. А так он до этого был просто имамом Дагестана. Было 250 тысяч. Через 25 лет стольких поубивали. Селение почти каждое. Одно селение Герменчук было сожжено 10 раз. 10 раз было сожжено селение Герменчук. И также были многие чеченские села сожжены. Убито было просто огромное количество Малой Чечни и Большой Чечни народа. Через 25 лет, по официальным данным, когда посчитали, сказали, что было их в 1890 году, кажется, или где-то так. В эти времена, когда делали подсчет, сказали, что чеченцев было опять же было 200-250 тысяч. Через 25, а должно было быть 500 тысяч. Прирост населения должен был быть. Столько людей погибло среди чеченцев. Ингуши по сути своей, да, там были потери, но очень маленькие, небольшие. Поскольку не воевали, не участвовали в боевых действиях. А если и были, небольшое количество. Вот. По дагестанскому количеству, допустим, по дидойцам 20 тысяч их было или 100 тысяч было, я не могу сказать. Но дидойцы, я знаю, много погибали, умирали, воевали, делали набеги очень много, поэтому...
Я по официальным данным это есть везде Dozer Group. Я не знаю, может 134. Я просто-напросто официальные российские данные читал. Они говорили 150 тысяч ингушей и 650 тысяч чеченцев. Если было меньше, может быть меньше было, я не знаю. Возможно. Я эти цифры видел официальные, как бы. Может было 130, может 140, как ты говоришь, Марьям Яндиевой, может. Я не спорю в этом вопросе. Дух да, церковь в любом случае не так много было. Удины и все остальные дагестанские, не знаю тебя, как там тебя зовут, но в Дагестане есть одна проблема. Весь Дагестан горел, фактически горел. Воевали с персами только так. Натравливали одних на других только так. Посмотрите свои истории, вы же должны ее знать. Очень много воевали. В Дагестане очень много друг с другом воевали. Не с друг другом, а стравливали. На одной стороне, на другой стороне. Кумыки воевали, между собой стравливали. Не забывайте, что там было до этого. Были и хазарский каганат был. И арабский халифат. То, что во времена Умар бин Хаттаба пришли арабы и завоевали Дарьял, Дербент. И оттуда шли войны против. Хазарский каганат воевал против арабского халифата. Ну, арабский халифат, в кавычках я назову так, но представитель в то время арабов. Эти войны были, с Персией войны были. И само собой, удинов оставьте, табасаранцы воюйте, такого не было. Все, кто Надир-Шах этот, с которым воевали, сколько персов воевали там за влияние, сколько Россия воевала там. Поэтому малые народы размножаются очень медленно и трудно это. Это и у динов нету своей отдельной автономии, нету мест. У чеченцев, у нохчи всегда были места, куда они могли уйти вверх в горы и там, скрываясь, жили компактно, женились друг на друга и семьи были большие. Поэтому про Дагестан я говорить не буду, но остальное, конечно же. Так, давайте, что там еще есть. В 1959 году Dozer Group. Может быть, я не знаю, честно. 90 тысяч было, нет, не знаю, но погибло немало наших людей, конечно же. Я слышал про удинов. Я слышал. Я не могу сказать, если ты пытаешься мне объяснить, что с 80 тысяч в 59 году, пускай в 60-м будет это, за 50 лет с 80 тысяч у вас стало 700 тысяч или 600 тысяч, это говорит как раз не в твою сторону. Это обозначает, что вы впитали в себя очень много соседнего элемента, адухуак. Это вот что обозначает. А размножиться за 50 лет в 10 раз. Ну, это уже, вы знаете, у вас нету такой рождаемости, не в обиду. С учетом того, что вы говорите, у нас чистая кровь, мы ни с кем не смешивались. Ну, тогда это никакой, просто-напросто. У вас в каждой семье должно быть по 10, по 15 детей. Я очень сильно сомневаюсь в этом. Ну, дальше чисто математически сам посчитай. Сегодня вы везде пишете, что в интернете, везде вы пишете, что у вас 700 тысяч. По твоим словам, в 1959 у вас было 80 тысяч. Вот от 700 и 80 тысяч разницу почувствую, это 620 тысяч должно быть прирост населения. 620 тысяч.
И это буквально за какие-то 60 лет. Это получается у вас прирост по 100 тысяч на каждые, сколько лет? На каждые 10 лет. То есть 10 лет у вас прирост населения 100 тысяч человек. Ты представляешь, это сколько детей должно быть? А что ты хорошо? Ну сам посчитай, вот ты вот то, что ты говоришь, я тебе просто-напросто привожу пример. Ну как это так вы могли? Прирост, откуда такой прирост у вас? Я не могу понять. Ну, 620 тысяч за 50 лет, это просто вы должны быть настолько страшные трудоголики в плане демографического взрыва. Но ничего подобного ни от кого я не слышал. Прирост населения у вас ниже даже, чем у чеченцев. Вот. Я по вашим данным говорю. Даже если мы возьмем, оставим весь мир остальной, вы говорите, у вас 500 тысяч в Ингушетии проживает. Получается, у вас за 50 лет прирост 420 тысяч. 420 тысяч прирост. Это насколько вы должны жить хорошо и сколько много детей у вас должно быть. Это же просто-напросто невообразимо. Это никто не умирая, чисто прирост должен быть. Просто Павел Берри должен быть там. Поэтому я тебе привел простой пример математический, а там тебе решать. Ладно, продолжаем. Может, у меня с математикой что-то плохо, ну, я не знаю. И кто-то задонатил, не забывает, видать, кто-то донатить. Сообщение. Ачхоевский Ибраим задонатил. Ачхоевский Ибраим дал савил, донат, дал духу ахуя, дай Аллах, чтобы рождаемость наших народов росла никогда не сужу. Амин, амин. Амин, я Аллах, дай. Скажи, пойдем, сынок. Если по твоей логике 10 тысяч в начале 19 века до 80 тысяч в середине 20-го, это все логично. Ну, я говорю простые вещи. Вы можете проверить. Я ничего от себя не говорю. Это все статистические данные с погрешностью. Не с погрешностью 10-20 тысяч. Это можете проверить. Во время депортации, это 20 век, начало 20 века, если бы были нескончаемые войны, я бы мог понять. Если бы была бы чума, и чума бы там выкосила, но не было такого большого количества. Я не слышал, по крайней мере, что так сильно чума здесь бушевала, что погибла половина населения. Такого тоже нет. Я, честно сказать, поэтому арифметически просто посчитал и все. А вот если говорить и по ДНК, то же самое, я же говорил по ДНК. 87%, 87% из скольки тысяч? Из 150 тысяч 87%. Это будет где-то приблизительно, ну не знаю, 100-120 тысяч человек. Всех J2 120 тысяч человек. А вот с 1,5 миллиона или с 2 миллионов 57%. Это миллион человек в Чечне J2 получается. Я вообще так говорю, гипотетические вещи. И какие у нас больше, у нас чистоты больше. Аллаху алям, Всевышний Аллах знает лучше. И вот такая любимая такая. Вот, братья, эстафеты передаю вам. Умар задонатил вот с таким названием. Братья, эстафету передаю вам. Умар дал саев, а донат дал духу ахуэл. Как бы Ибрагим и Умар задонатили.
Не, я не про Казахстан говорю, Dozer Group. Я говорю не про Казахстан. Я говорю дома. Во время Казахстана там было много чего. Я знаю, у моей бабушки, Санейны, было 17 детей. 17 детей. Из них 10 погибло, 7 только осталось. И в основном они умерли все от тифа в детстве. Тиф цангарю цунах бела духабеш. Поэтому это, я не говорю, что во время депортации Халил Цемгач у нас учишь. Я говорю как раз таки еще во времена Кавказской, 19 век, до 20 века, по крайней мере. Я об этом говорю. Вот. И что ситуация еще. Вошла в мире интернета, очкарик, прошлый тебя упоминал. Вошла в мире интернета, очкарик, прошлый тебя упоминал. Адам Адамский, что за очкарик? Ты о ком говоришь? Кто бы меня не упоминал с плохой стороны, альхамдуллах, 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 Всевышний Аллах сказал, если о человеке будут говорить за его спиной и неправду, то его плохие грехи будут ему переданы. Пускай говорят про меня плохо, пускай говорят о том, что я не делал и не размышлял. Моя совесть перед Всевышним Аллахом будет только чиста. Ибрахим, скажи ему, из-за всего населения рожают только женщины, а их примерно, если по 10 детей, то в процентном отношении рожать всего 10%, остальные дети мужчины старики. Я знаю, Ибрахим, Дересхил за вопрос, я знаю все это, речь не об этом. Я вообще говорил, даже если пускай они все рожают, даже в этом случае, баш у нас. Я не про то, что там, Башлам, какой язык использовался во время Кавказской войны между народами. Международным языком в основе своем был тюркский язык. Тюрков было больше. И считается и в научном мире бизнес. И вы не забывайте, в 15, 16, 17 века, я вот сейчас, чем больше я читаю, я нахожу, это место называлось Тартария. И здесь международным языком был татарский. Татарский, тюркский имеется в виду. Поэтому нету ничего плохого в том, что признать. Неправда будет, если мы будем говорить, что нахские языки преобладали. Неправда это. Нахские языки не преобладали. Нахские языки преобладали между собой. А так был международный язык, был татарский, тюркский. После тюркского потом был арабский и дальше больше. До тех пор, пока царская Россия здесь уже не приобрела, уже в 18 веке здесь не стала доминировать. И заставили его ответить за свою книгу, что дрожащий. Сейчас я... кто бы там, что бы не хотел, был тюркский язык одним из главных языков. Это мы должны знать. Шелковый путь, все в основе бизнес. Это был, как сегодня международный язык был английский, вот также международным языком на Кавказе особенности. Из-за Кавказа был тюркский язык. Это Турция, это Туран, это все Киргизия, Казахстан, Туркменистан. Это тюркские языки. Татары, башкиры, точнее киргизы, башкиры, не знаю точно. Не турецкий, а тюркский язык. Это был международным языком. Сейчас начинают выеживаться многие. У вас много тюркского. Конечно, много, потому что, во-первых, не только у нас, а перипетии через шелковый путь проходил через нашу территорию, также через Ингушетию. Был тюркский язык. Кто-то тюркский перенял, кто-то фарси, персидский, иранский перенял. Такова жизнь. Это никак нельзя. Сегодня международным языком является английский. И многие пользуются английским языком.
и ингуши пользуются, и новчи пользуются, и нету в этом ничего. Мы же их не называем там, я не знаю, англичанами или немецким языком. Но это чушь собачья. Просто балаболы сидят норнийские, просто чтобы языком чесать. У вас Ф есть, у нас нет. Ну, нету, у нас не было буквы Ф. Ну и у грузин нету. Давайте, скажите грузинам, почему у вас нету буквы Ф. У них нету буквы Ф. Есть П. Как и у нас. Пялг. Перскинде. Ну, давайте, идите, упрекайте грузин в том, что они не автохтонные народы, что их язык не древний, потому что у них нету буквы Ф. Идите, упрекните. Нет, там, вот так будете говорить. Я это говорю тем, кто это говорит. А своих единокровных, как говорится, вы пытаетесь задеть. Он Услар написал, откуда появился. Поэтому тут ничего такого плохого нету. Да, поэтому от того, что у чеченцев нету буквы Ф, что он не будет древним, это, ну, чушь собачья, конечно же. И все. Но я же говорю, автохтонные народы адыги, автохтонные народы нохчи, автохтонные народы грузины. Ну, нет у нас буквы Ф, ничего такого нету. А то, что многие из-за этого по арабскому языку, да, правильно, патиха, астопирла, вот это было же, это потом уже когда начали перенимать арабский язык, ну, тейп, если я не ошибаюсь, тейп арабское слово. А что нету тейпов в ингушах? Есть. И слово тейп не используют. Используют шахар, слово персидское, иранское. А кто у нас персы Ирана? Ираноязычные? Осетины. Но все-таки шахар слово же упоминается. Нет, надо шахар оставить, это хорошо. А вот юрт, это тюркское, это нехорошее. Ну это чушь собачья. Тухум, есть слово тухум. Есть арабское и есть персидское. Нет, арабское это все-таки диндолдера, арабский дуцауше. Нет, это тюркское слово. Вы к тюркам ближе. Да, тюрки с нами граничили. Но тюрки, извините, и до ингушей доходили. И есть карты, и вы знаете, да? Кумыки проживали по всей Сунже вверх. Так что тут ничего не надо говорить. Ну, как гелы входили, клопрот, Кох, ну, давай сейчас не рассказывай. Кох много чего рассказывал, и про чеченцев тоже рассказывал, кстати. А в Кавказскую Албанию входили не гелы, как ты говоришь в основном, а входили гаргарейцы. Кстати, гаргарейцами себя называют сегодня те же удины, которых ты называешь. А, нет, рутульцы. Рутульцы называют себя. Вот. То, что там Птолемей, почему вы так любите называть греческих писателей, которые ни разу здесь не были? Ну, они многие наши территории называли Сауроматией, что здесь сарматы проживали. И что? Не думали об этом? Что скифы здесь проживали? Не думали об этом? Мой. Вы много чего болтаете, конечно. Гелы были какие-то там, чингачкуки были, амазонки были, задние сальто делали и так далее и тому подобное. Говорить язык, как говорится, без костей, ну где они, что они сделали, как таковой. Ну, не знаю. Любой слабый довод косвенный взять, использовать и говорить, что это вот наше, это ваше. Ладно. Продолжим.
я не только на твои темы отвечаю, я отвечаю на разные вопросы. Не. Да, есть такое. Связано ли это с приходом ислама? Некоторые говорят, что да, связано. Как раз таки во время прихода ислама 9-10 века считается, что формирование тейпов начинается 9-10 века. Насколько это достоверно, сказать я не могу. Но с появлением ислама на Кавказе, имеется в виду, это 7 века. До нас это считается, что первые у нас появились религиозные деятели 9-10 века. Вот в этом периоде. Ну, как раз в прошлом или позапрошлом году были найдены, раскопки были сделаны в селении Гюн-Оши, Гуни, не Гюн-Оши, в Веденском районе были найдены захоронения, где были найдены монеты 9-10 века с арабской надписью, что доказывает, что ислам проник на территорию Нохчичу уже и использовалась, по крайней мере, денежная единица использовалась в 9-10 веке. Вне всякого сомнения, уховцы первые, кто принял ислам. Оттуда с востока уже пошло распространение ислама. Хотя есть некоторые данные, что якобы говорят, еще во времена арабских походов хазарского каганата, которые две армии, точнее два рукава, одни с западной стороны, другие с восточной. Западные через Дарьяльское ущелье пришли, якобы что было распространено. Но западные, это маловероятно, если и было, очень слабо распространился ислам с западной стороны. Поэтому нужно понимать, откуда взяли осетинов. У осетинов очень много слов, которые они переняли от нахо-дагестанской языковой культуры. Тут ничего удивительного нету. Есть слова, которые они переняли у нас, есть слова, которые как говорится, и одежду переняли. Я вот разговаривал, что в культуре, в одежде, некоторые говорят, даже в архитектуре, они переняли у нас, поэтому ничего нету такого. Так, дальше. Тот, кто разговаривает на своего брата, пошла. Эрсбиц, эфирия, мегадарон. Ну, Dozor Group, я говорю, я разговаривал с представителем, так сказать, нашей научной интеллигенции. Они говорят, что многие вещи осетины переняли у кавказцев, и ничего тут такого нету. Один из коренных народов. Но я все больше и больше уверен, что они не пришлый народ. По крайней мере, в книге, вот такая книга. Я знаю, что злой Изя не любит, но жизнь картлийских царей Леонтий Мравелли описывает, и здесь очень много говорится об овсах, которые ходили вместе с грузинами, воевали на стороне Грузии. Очень много говорится об овсах, и это далеко не 18-19 века. Здесь 9-10 века, говорит вот эта книга, грузинская книга, говорит о том, что овсы жили на этих территориях, и они являются уже... Я слышал некоторые версии, что якобы они пришли с татаро-монголами, но это нет, это неправда. По крайней мере, по Мравелли, Леонтию Мравелли получается, что овсы, а так называли именно грузин, и они говорят о очень влиятельных, много военных действиях, упоминается больше в 10-100 раз больше, чем ингушей или там чеченцев. Нас там упоминают, немного совсем, но в основном овсов упоминают. Да разницы нет, грузины называют овсами осетин. И ты не можешь это отрицать.
иронцами, кого они называют, я не знаю, это мне дела нету, честно. Но там конкретно упоминаются овсы, и именно в основном из Дарьяльского ущелья. И дзурдзуки там упоминаются, но очень мало. Ну, дзурдзуки имеется в виду, а овсы упоминаются. Овсы, овсы через «и», в конце «и». Поэтому говорить о том, что якобы осетины пришли народу, вот как будто в 14-15 веке пришли, как многие преподносят, это очень ошибочно. По крайней мере, Леонтий Мравели об этом говорит. Это ваш любимый, опять же, грузинский жизнь картлийских царей. Вахушти Багратионы, ну, Вахушти Багратионы это, ну, Вахушти Багратионы немножко 17-18 века, это поздний период, я не знаю, почему вы так любите, ладно. Если вы считаете, что все, что он сказал, правду, да, я там был, что ходил. Хисаал Шукумдац, если цодующих шадигаш Бог доба, пожалуйста. Осетинский доктор исторический мол Борис Калоев писал, что осетины пришли на территорию Кавказа, Северной Персии в 8 веке. Ну, 8 век, братан, 8 век, это 13 веков они здесь живут. Так-то и тюрки тоже сюда пришли, народ, они тоже здесь не жили. Башлам, ближе к Дарьяльскому ущелью, какие осетины живут. Вот я даже не знаю, Ваша, там, я знаю, что иронцы более поздние, а ближе к Дарьяльскому ущелью жили вот эти мусульмане, дегорцы. Ну, а смешались, не смешались, тут этого я не буду вам говорить, это уже не мое дело, честно сказать. Говорить, смешались они, не смешались. Да, проблема, я чувствую, милой там, кому, кто там зависти, я не вижу, кто там. Да, тюрки, кочевые племена, это пришлый народ. Ну вот эта книга Мравели, как раз таки здесь она есть. Вот эта книга, это старая книга. Академия наук СССР, Институт этнографии имени Миклуха Миклая. 1979 года книга. И здесь вот все говорится. Ну, допустим, овсы. Возьмем букву О. Сейчас я вам скажу, сколько она упоминается здесь. Овсети, овсы, осы, опси, уопси, уапс, земля овситская. Да их просто-напросто здесь 4, 25, 26, 30, 33, 37, 39, 42, 44, 51, 55, 57, 61, 63, 69, 73, 81, 82, 85, 87, 88, 90, 91 страница. Везде упоминаются овсы, осетины, овсети. Одсхре, то же самое, 4, 24, 28, 36, 49 страница. Одиши, то есть то же самое, осетины, про них 49, это все Мравели пишет. Возьмем, допустим, про Нахчи, у Мравели, Нахчиван здесь имеется в виду, вот для сравнения. Настагаси, Нахачиван. 28, 34, 70, 72 страница. Упоминается где. Возьмем дурдзуки. А, Б, В, Г, Д. Д, берем Д. Дагестанцы, Дарбала,
Дарьяла, Дарьяльское ущелье, Дарьяльские ворота, Дарьяльский путь, Овские врата назывались они. Вот, то есть, понимаете, да, Дарьяльские назывались Овскими. Друлиан, Дарбанди, Дербент, вот, Дарбанский, Гургенское море, Каспийское. Так, нет, даже нету. Дашти, Двалы, Двалецкий путь, Дабида, Диботи, Джазурти, Джикети, Дидоэти, Дидои, упоминается у Мравели, 30, 33, 38, 64, 69, 71, 72 страница. Дзурдзукети, Дзурдзукия, Дурдзуки, 4, 25 страница. 2 раза всего лишь. Понимаете, 2 раза. И все. Чувак, Дозер Групп. Свет в эфире, вуаля. Я тебе столько про дзурдзуков сейчас расскажу, что у тебя просто уши завянут. Дзурдзуки, зури, которые ты говоришь, зурск, тайпа дунов чучуа. У вас нету ничего дзурдзукского, если на то пошло. Оно к вам только из-за того, что вы были в то время как раз таки нашим народом. Дзурдзукский период возьмем. Давай я тебе сейчас твои сказки размажу. Их немного, 46-я страница. Дзурдзукский период. Это вот то, что ты говоришь, твои дастиш, фантастиш. Я тебе сочетание, дзурдзукский период считается установленный факт идентичности названия чеченцев с термином дзурдзуки, дзурдзуки. Поход скифов через Кавказ, Преднюю Азию в 7 веке до нашей эры, связывание с этим становлением этнической карты Северного Кавказа, главным моментом, который некоторые авторы считают появлением здесь, выступлением на историческую арену предков современных нахских народов, нахчийских народов, дзурдзуков и леков. Дзурдзуков и леков. С указанного времени предков чеченцев, грузинские источники называют дзурдзуками. В этой связи уместно вспомнить союз чарталинцев, дзурдзуков, против выступления на Картлийский престол Мирвана. Кстати, вот как раз таки это. 3-2 века до нашей эры. Попытки картлийских царей подчинить себя силой горцев приводили к конфликту. Начиная с 9 по 11 века источники чаще всего называют чеченцев дзурдзуками. Этот термин хорошо знает Леонтий Мравелли, начало 9 века. По его сообщению, в 11-3 века до нашей эры Дурдзукия представляла четко очерченную территориальную общность с этническим однородным населением. Мар пишет, тоже профессор Мар, один из сильнейших ученых, пишет о том, что Иване поднялся на гору Хады, перешел гребень и переступил далее на гору Пхойцев и Дидойцев, Пешхуай Дидой, и с одной стороны у них оказались дзурдзуки, ни Пешхуай, ни Дидойцы не граничат, чтобы ты знал, с ингушами, вообще не граничат. У него оказалось, смотрите, переступил далее в гору Пхойцев, Дидоев, и с одной стороны у него оказалось дзурдзукия, а с другой Дидоя. И Пхойцы, подчеркивая роль дзурдзуков на Кавказе, в определенном историческом этапе в источниках встречается упоминание о том, что над сыновьями Кавказа был владыкой Дурдзук, сын Торета. Дзурдзук же, что был самым знаменитым среди сынов Кавказа, ушел в расположение горной теснины, который дал им свое название Дзурдзукетия. Речь идет о доминирующей роли одного этноса среди остальных родственных племен на определенном историческом этапе. В данном случае особо следует подчеркнуть родственные отношения картвельских и нахчийских племен в историческом прошлом. Без учета этого фактора этническая карта древнего Кавказа будет неполноценна. Доказательство родства этнонимов Дурдзуков и Дзанткуай, у вас нету такого типа,
а также топонимов Дзурдзуки, Дзандка, Дзандки, Ари, нами уже констатировано в специальной научной работе и в 3 главе данного исследования. Вместе с тем, наряду с вышеупомянутыми этнонимами, касающимися нахчийских племен, в письменных источниках встречаются иные названия нахчийских племен. Цупани, Цоу, Софьина, Туска, Туши, от чеченского слова «центр», Двалы, Туалы. Резюмируя вышеуказанное, считаем необходимым обратить особое внимание на эпохальную последовательность упоминаний нахчийских племен в письменных источниках с 3 по 1 тысячелетие до нашей эры. Dozer Group, чтоб ты знал, кто это поддержал и подтвердил о том, что Дзурдзуки Нохчи. Доктор исторических наук Меликашвили, доктор исторических наук академик Георгадзе, доктор исторических наук, член корреспонденции Академии наук Грузии Пицхилаури, доктор исторических наук Гасвиани, доктор филологических наук Чрелашвили, доктор исторических наук, член корреспонденции Российской Академии наук Аратюнов, доктор исторических наук Терпетросян, доктор исторических наук Чешко, доктор исторических наук Джамирзаев. Так что, Dozer Group, можешь и дальше рассказывать и чесать нам рассказы, что кто-то один упомянул про Гелов или Чмелов или Чвалов и Чингачгуков, но я больше доверяю вот этим 10 ученым, нежели тебе и твоему одному источнику или 2 источникам. А так, чтобы гелы и дзурдзуки, ты прав, дзурдзуки это нахчи термин, к нахчи в основном относится. А гелы входили в состав, мы в то время были одним народом. Галга это был нахчи, вместе были, понимаешь? Тайп был. И до разделения. Нас было мало, мы жили компактно. Поэтому шеш и газ лольчхена, сажимос ю отдельно, в 9 веке отдельно, но не было. Были общества, маленькие общества. И что они могли сделать? Вместе, может, Зурзук, потомки этого Зурзука были вместе. В этом плане ты прав. Поэтому Башлам, Ария Хагар, группировки, Фанач. Я не знаю, о чем вы говорите. Что за борз? Что за борз? Замечаю. Освободил. Убавцу. Буашоцум, чуяна. Мечаю, буашоцум. Освободил. Буашоцум. Домой. Давай, нарниц. Домой. Auf Wiedersehen. Борзам, это я, цара. Ишак, Эрдарас, но Ишак будет благороднее, чем ты, поэтому вот его и по Пизделовскому. Все, давайте, оставьте разговоры. А я шнырь аряхер. Борзи, Цогеля, Дольшул, Боршал, Яцерцин, Вахен. Я здесь что-то зачитываю. Здесь идет война, ладно. У меня, как говорится, еще чуть-чуть время есть. Я, честно сказать, не рассчитывал, что сегодня будет так долго длиться эфир. Но нас еще не отключили. Поэтому... Ничего, Dozer Group, я надеюсь, зачитал тебе. Я уже устал тебе каждый раз его зачитывать. Скоро я наизусть буду знать об этом. Этот период все-таки про дзурдзуков, когда говорите, это имел в виду Ингушей Маба, имел в виду нас,
и ночи, и гала, аля, ари, я бы ничего не сказал. Но когда вы чисто начинаете перетягивать себе, ну, что перетягивать? Предположение, как говорится, Башлам, про Талибан можно говорить. А что ты хочешь говорить, Башлам? А садик симк юцердухон мича, езхон гала уйхон. Как че, ваша, мне симка не нужна. Моя сим-карта очень хорошая, ваша. Поэтому, Башлам, так это Друган Лемро из Ютуба. Дозер групп, подпись Ереюс в эфире Ютубе. Там есть свои нюансы, ваша. Сим-карта с проблемой о чем. Там есть меры безопасности, я из-за этого. А так, вас, говорит, аварцы называют чечанами, барится? Даже не знают, как нас аварцы называют. Хаве аунса, 2 его. Чувак, еще раз повторю, не приходило ничего на PayPal. Вопрос закрыт. Башлам, за год сколько нагнется вывел? В некоторые разы бывало, что за эфир 10-15 выводил. Да, есть. Галай. Ну, немало. Немало. Я не буду говорить сейчас села, но Эзерсагам Хекхеру, как минимум. Они бурти называют. Я знаю, что они называют, но это просто необразованные люди, сказочники же не знают этого. Нет, кроме тебя, когда ты в прошлом эфире говорил про PayPal, одна сестра из YouTube канала задонатила на PayPal, и через 5 минут дошел, как говорится, дошел донат. Поэтому вот, больше ничего не было. Почему? Потому что я не знаю, сколько ты отправил, но я уже дошел до такой стадии, что он и юния мялдара эльч асроушах, то я он да это духай. Каждый раз ты спрашиваешь или приколываешь, не знаю. Лучше расскажи поподробнее про наш с тобой тейп, а то слышал, что мы с гор на территории. Да, есть такая тема, что Эш Матой вышли оттуда. С гор Ингушетии, ну да ладно. Я не рассказываю про тейпы. Так, понемножку. Если непосредственно уател хундается спецадуйте, в основном я рассказываю только про общую историю, географию или же некоторых национальных героев. Ситуацию. Ну, у меня чуть-чуть осталось, и я уже выйду, конечно.
Я уже не рассчитывал, что так долго буду. Ну, считается, что да, Ахриева ингуши, конечно. Рамзан değil, ну. Oxama jalsicht edelemät sonarsa mek. Жимам dinheiro nasra. Что-то походу застряло. Башлам, как-нибудь закажу стенца с известными героями нашим всех. Окей. Платон мне друг, но истина дороже. Хороший афоризм. Имам Мансур. Ладно, вежри. Шу Масана. Пошла, я где-то читал, что во времена Тайми Бибо чеченцы и ингуши по 1000 вышли, сразились, и в итоге ингушей перебили. Можешь об этом что-то добавить? Я слышал об этом, но информация с обоих сторон, как говорится, по-разному. Ингуши говорят, что они победили, ногчи говорят, что они победили. Тут, когда как кому поверишь, конечно. Пошла, почему ингуши не хотят признать себя младшими братьями? Гордыня? Наверное, я не знаю. Аллаху алям. Это все гордыня. Дикду вежри. Давайте завтра постараюсь сделать эфир. Ханя Хаджаруса. То на Таджимонс. Вижу, что на тума. Теса Кан эфире Рюая. Завтра договорим, да, общаемся. Ответим на ваши вопросы. Чумасана Дерес Хил. Аллаха Дала. Büyüsteye kalıyorlar, öğürlerimiz da o buldu, donatit meldinçeri, Allah da sağ ol. YouTube çürvecrişke, yiyişke salam marşaldu, süger halkiyetler derleha, Allah diyor şu $1 sana deyin halkiyeti de şuma da şunu tacimatsa elin xo bişer dicer история хиллак дицер бехума да цундера галдавла хул хорн шеше версия хула. Ну да, хумадац. Ой, когда уж так иду. Если будут вопросы, пишите в директ. Обязательно отвечу. Всем огромное спасибо. Да, если все будет нормально, завтра выйдем в эфир ближе к 10-11 часов в эфире Хаусарду. Если я не выхожу, значит что-то не так. Поэтому Масера Адекюэль, Бюстей Калеуэль. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.